Юные воспитанники Академии хоккея «Ак Барс» 2 дня назад собрались на малом льду казанской Татнефть-арены не случайно. Из них выбирали 6, которым выпадет честь награждать игроков мастер-шоу на неделе звезд КХЛ, который состоится завтра, 19 января. Самый техничный, самый быстрый, самый точный, самый командный, самый надежный и самый сильный. Вот те номинации, в которых участвовали юные хоккеисты. Радославу Воводу 10 лет. Его любимый элемент — так называемый хоккейный биатлон. Биатлон, там полоса препятствий, потом бросок, а на точность вон ворот там стоят. Надо попасть в девятки там в нижний угол. Мне это больше всего понравилось. Ты это очень хорошо умеешь. Попадать, надеюсь, да, попаду. И те, кто попал в заветную шестерку, и те, кто не смог обойти сверстников, считают, что сама возможность поучаствовать в таком мероприятии уже почетна. Тренеры говорят, что сильно готовиться было и не нужно. Ребята уже все это умеют, но отточить мастерство необходимо. Соревновательный процесс между игроками идет. Здесь, мне сложно сказать, как это идет. То есть мальчишки, они все развиты по-разному. Кто-то быстрый, кто-то точный, кто-то сильный. Из этого и складывается команда. В рамках мастер-шоу завтра, в субботу, звезды КХЛ будут участвовать в аналогичных 6 состязаниях. И именно это шоу больше всего привлекает внимание болельщиков и зрителей к неделе звезд КХЛ. Представлены все лучшие игроки КХЛ на сегодняшний день, представители есть практически от каждого клуба, за редким исключением. Это и игроки «Ак Барса», которые публика жаждет, и для болельщиков будет уникальная возможность увидеть своих любимцев и кумиров, может быть, с какой-то новой стороны, в новой ипостаси, не только во время игры регулярного чемпионата или плей-офф, но и в так называемом мастер-шоу, где хоккеисты будут показывать свои какие-то, может быть, кто-то из них будет участвовать и в каких-то конкурсах «Круг на скорость», не знаю, там, красивый буллит. В этом году именно Татарстану повезло организовывать столь захватывающее событие. На прошлой неделе один из матчей с успехом прошел в Нижнекамске, а в эту среду в Альметьевске. На очереди главный старт в Казани. Республика представлена во всей хоккейной вертикали, которая существует в Российской Федерации. Это и 2 команды в континентальной хоккейной лиге, высшая хоккейная лига, молодежка. Поэтому мы понимаем, что болельщик здесь жаждет хоккея, любит хоккей, а это для нас самое главное. У нас гарантированно будут полные трибуны, полные арены. Все активности, которые мы будем организовывать в рамках недели звезд хоккея, будут пользоваться большой популярностью. Матч звезд 2019 – 11-й в истории континентальной хоккейной лиги. Он традиционно включает в себя мастер-шоу и противостояние сборных дивизионов, в котором сойдутся самые яркие хоккеисты под руководством лучших тренеров лиги. В этот раз дивизионы Харламова и Чернышова против дивизионов Тарасова и Боброва. После нашего мастер-шоу в субботу состоится специальный матч, на который мы тоже всех приглашаем. Это матч ветеранов КХЛ против ветеранов «Ак Барса», где у нас воссоединится легендарная тройка Морозов, Зиновьев, Зарипов. Я думаю, что тоже публика уже соскучилась и будет очень сильно жаждать попасть на этот матч. В детском турнире конкурсов мастер-шоу выявились 6 победителей, которые выйдут на главный лед Татнефть-арены завтра. Но их имена мы не назовем. Как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите и увидите хоккейный звездный уикенд в Казани своими глазами.